История древних государств Уйгурского края, государство Джуши. Оно существовало с 3 века до нашей эры по 1 век нашей эры. К западу от города Турфан в Уйгурской автономии, примерно в 13 километрах, находится древний город Ярхата с богатейшей историей и культурой. Это крупнейший, древнейший и наилучшим образом сохранившийся в мире город, построенный из утрамбованной земли. Его основная часть возведена на высоком лесовом плато с отвесными, словно вырубленными скалами, которое расположено прямо в русле реки Ярны. Согласно историческим хроникам, поскольку река разделялась к северу от города и огибала его с юга, поселение получило имя Ярхата, что означает «земля между рек». Сегодня руины древнего Ярхата, имеющие форму корабля, представляет собой город, целиком построенный из глинобитных плит. Его планировка практически идентична планировке танской столицы Чиньян. Городские кварталы, административные здания, буддийские храмы и ступы, ремесленные мастерские и скрытые оборонительные рвы до сих пор отчетливо видны. Создается впечатление, будто жители покинули его только вчера. На самом же деле, начиная с 2 с лишним тысяч лет назад, здесь разворачивались сложные исторические процессы. Это место стало ареной, где сменяли друг друга различные государства народа Джуши, а также где столкнулись интересы Китайской империи Хан и кочевой державы хунов. Взаимодействие и борьба кочевой и земледельческой культур продолжалась здесь вплоть до эпохи монгольской династии Юань, когда город окончательно опустел. А народ Джуши, согласно письменным источникам, был первым, кто вышел на историческую арену в этой части западного Уйгурского края. В исторических записках ханского историка Сама Цаня сказано следующее. Лорелин и Джуши имеют укрепленные города, но их войска слабы, и их легко захватить. Они расположены на пути и создают помехи посланникам хан, действуя в интересах хуннов, которые перекрывают дорогу в западные государства. Поэтому император Уйджи направил военачальника Чжарапану с 700 всадниками, чтобы пленить царя Лорелиня и разбить Джуши. Это первое упоминание о Джуши в китайской историографии. Ученые полагают, что название Джуши и Чиши является разным произношением одного и того же имени, которое, вероятно, происходит от самоназвания древнего местного народа. Относительно происхождения этого народа существует 2 основные гипотезы. Согласно первой, около 4000 лет назад Тахара, древние европеоиды, продвинулись из западных областей Персии на восток, достигли Таримской впадины, и часть их поселилась в Турфанской впадине. Это было Тахара, чьи мумии найдены археологами в пустынях Турфана. Позднее другая группа, также потомки древних европеоидов, Саки, кочуя с иранских Нагорий, достигла этих мест. Благодаря языковой близости эти высокие, светлоглазые кочевники в остроконечных войлочных шапках быстро смешались с местным населением. В течение этого периода древние индоевропейцы смешивались с представителями монголоидной расы, пришедшими из Северной Азии, что в итоге и привело к формированию предков народа Джуши. Согласно второй гипотезе, ранняя волна миграции индоевропейцев не затронула Турфанскую впадину в значительной степени. В конце 3-го, начало 2 века до нашей эры могущественный союз хунны вытеснил из Хасийского коридора народ Юэчи. Те, отступая на запад, в свою очередь, вытеснили кочевавших в предгорьях Чиншаня Усуни. Часть Юэчи отступила в Турфанскую впадину. Позднее их разбили усилившиеся хунны, и основная масса Юэчи ушла на запад, но небольшая отставшая группа осталась. Именно они, смешиваясь в разной степени с монголоидами, стали предками Джуши. Обе теории сходятся в главном. Еще до путешествий ханского посла Чан Цаня, открывшего для Китая западный Уйгурский край, Турфанская впадина стала плавальным котлом, где встречались и смешивались народы Востока и Запада. Исследование древних останков из могильника Алагу на западе Турфанской впадины первого тысячелетия до нашей эры подтверждает это. Среди исследованных 58 черепов 49 принадлежали европеоидам. Остальные были монголоидными или представляли смешанный тип. Среди европеоидных черепов преобладал древнеевропейский тип. Также встречался переходный и восточно-средиземноморский типы. Археология подтверждает присутствие здесь индоевропейцев более 2000 лет назад, но не указывает направление их миграции. Небольшая выборка не позволяет однозначно судить, какая из рас изначально доминировала в этом регионе. Историки полагают,
что древнее государство Джуши, наряду с Лореланом, упомянутым в хрониках, скорее всего, также было страной смешанного населения. Однако доля индоевропейцев в нем, вероятно, была меньше, чем в Лорелане, и могла существовать преемственность с сусунами и юэчами. Этот народ, сформировавшийся из индоевропейцев и монголоидов, на этой благодатной земле совмещал кочевое скотоводство с земледелием, выращивая лен и виноград. Со временем они возвели свою величественную столицу – Ярхата. Так, более 2300 лет назад, здесь расцвела яркая цивилизация – Джуши. Этот древний народ вошел в историю как первый известный по китайским хроникам обитатель Турфанской впадины и восточных отрогов Тяньшаня. В IX веке сюда пришли уйгуры из уйгурского каганата и смешались с местным древним народом, образовав современную нацию уйгуров.